С вами Казахньюз. Итоговые новости этой недели. В суде Нур-Султана огласили приговор по делу о хищениях в Астана-ЛРТ. 7 подсудимым дали от 7 до 10 лет. В пресс-службе суда Нур-Султана сообщили, что целью преступной группы было хищение денег, выделенных на разработку проектно-сметной документации, оказание консультационных услуг и технического надзора по проекту Астана-ЛРТ. Для этого в преступную группу были вовлечены должностные лица акимата Астаны, Астана-ЛРТ и директора частных компаний. В горах Туркестанской области нашли 3 из 7 пропавших туристов. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Напомним, о пропаже группы туристов в горах Туркестанской области стало известно 25 мая. Искали их в том числе с помощью вертолета. Выяснилось, что 6 из 7 пропавших – студенты Назарбаев университета. Днем 25 мая житель Шымкента Баглан Орунбеков со своей многодетной семьей пытался пройти к зданию администрации президента, но полиция задержала их в Кетлинге. 2-3 дня назад Орунбеков переехал из Шымкента в Железинский район Павлодарской области в рамках программы по переселению жителей страны с юга на север Казахстана. По его словам, ему не предоставили возможность поселиться в северном регионе. Укашева Айгүлмен сөйлесін, Железин ауданы зам акимі бізді алдап шығарып салды. Видеосы бар. Видеосы бар. Өтірік сөйлеп шығарып салды. Сонымен сөйлесін, не үшін алдап шығарсын? Міне Железин ауданының жұмыспен қамту директорын танисың ғой, Алияны? Міне телефон номері бар. Сөйлеш көзімше. Мен шағымды прокуратураға барлық жаққа жазам шағымды. Барлық жаққа жазам. Сендерді рахмет. Маған Тоқаевқа кіруге, Тоқаев мырзаға кіруге возможность беріңдер. Мен бір жерді жарып, бір нәрсе істейін деп тұрған жоқпын. Менің өтінішім Тоқаев мырза естісін болды. Осынша жағдайдан шына 3000 километрден келіп отырмыз. Шешіп беретін адам жоқ болса онда ешқандай. В Министерстве образования и науки надеются, что с нового учебного года казахстанские дети смогут вернуться в школы. Такое мнение в пятницу в ходе отчетной встречи с населением высказал глава ведомства Асхат Аймагамбетов. Министр отметил, что дети, педагоги, да и в целом в Министерстве образования хотят поскорее вернуться к традиционному формату обучения. Однако все это будет зависеть от общества. Все зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации. И прежде всего все зависит опять же от нас, от нашего поведения. То есть, если нам удастся вакцинировать большую часть населения, и мы будем соблюдать все эти санитарно-эпидемиологические требования и ограничения, я считаю, что у нас все-таки получится в следующем учебном году, уже с сентября следующего года, открыть наши организации образования, прежде всего, конечно, школы. В Минске был задержан оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич, которого власти Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. Команду принять самолет, на борту которого находился основатель оппозиционного телеграм-канала Некста Роман Протасевич, дал лично президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом пишет в близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал Пул-1. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Ранее Байден предложил российскому лидеру провести саммит на территории третьей страны. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров. На этом заканчиваются итоговые новости этой недели. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. До скорой встречи!